Всем привет! Я хочу показать, каким образом я мотивирую сам себя на изучение языков. Например, изучая китайский язык. Должен признаться, что у меня идет это неровно, и тем не менее я хочу показать некоторые, не скажу результаты, но сам процесс вовлечения себя в изучение языка. Все знают, что китайский язык, он непростой. На самом деле здесь нужно изучать две разные каллиграфии, два письма. Одно письмо на иероглифе, второе письмо на латинице. И эти два письма нужно изучать одновременно, ну и, понятно, еще нужно изучать произношение слов и запоминать фразы. Поэтому я себе скачал вот это приложение, оно мне нравится. Вот мой профиль SIPD, и я хочу тут показать основные свои действия. К примеру, вот общий итог занятий у меня 100 дней получилось, да, это 100 дней. Вот, и тут, смотрите, учебное время, которое я провел в этом приложении, это 4186 минут на 27 ноября 2022 года. И дней без перерыва я занимался 40 дней. Это на самом начале этапа было. Потом опять запустил. Если посмотреть здесь календарь занятий, то он у меня неровный, к сожалению. Но, тем не менее, что я сделал? Вот это приложение я настроил на 20-минутное изучение. Каждый день теперь захожу, стараюсь пройти какие-то упражнения и минимум 20 минут. Каждое утро я произвожу эти действия. Например, дошел до L1.21 уровня. Вот у меня, видите, до 0,20 минут. И, допустим, вот 20 минут у меня заряжено. Столько времени я должен уделить этому приложению в течение дня, возможно, по 5 минут 4 раза, предположим. Можно разделить таким образом, но я чаще всего захожу каждое утро и прохожу полностью 20 минут. Выполнение упражнений выглядит вот таким образом. Такие фразы, допустим, да, и их нужно будет произносить здесь. Идет замедленная речь. Какова моя личная задача? Моя задача быть в процессе изучения языка. Это моя основная задача. Конечно, я не все фразы запоминаю, не все иероглифы теперь я умею хорошо писать, допустим, да, но тем не менее, что происходит? Так, я сейчас выйду отсюда из выполнения упражнений. И давайте посмотрим еще раз на профиль. Здесь есть банк знаний. Задача пройти 150 иероглифов. Так, на первом уровне. И, допустим, если вернуться в самое начало заданий всех вот этих упражнений, то уже многие слова на слух непонятны. Многие слова имеются в виду те выражения, сочетания слов, которые я проходил на самом начале, они теперь повторяются легко. Ну, допустим, вот, давайте для понимания скажем, вот. 工程师 инженер. Допустим, да, здесь можно составить некую флеш-карту. Допустим, давайте мы возьмем 5 карт из этого уровня. С первого уровня это всего 12. Так, 13 и еще возьмем, давайте. Где-то 24 слова. Давайте еще возьмем побольше. Я хочу еще раз проверить 30 слов. Насколько... отрицание, да? Отрицательная частица. Это лауши, я это точно знаю, это учитель. Допустим, та это мужской, местоимение для мужчин, он.
Да, дальше идем. 他 Та – это она. 好， Хау – это хорошо. Давайте посмотрим. Да, хорошо. 叫， Чао меня зовут. Меня зовут глагол. Да, звать об имени. Так, 你 ты. Вот, смотрим. 是 Ши – это глагол есть. Оши, лауши, например, да, я учитель. Дальше. 我 О и я. Да. Вот я говорил о. 学生， Сюэшин, ученик. Так, студент. Идем дальше. 工程师 Комчангши, инженер. Так, идем дальше. 名字 Минцы, имя, название. Так, Рен. человек, рен, человек. 什么？ Шенма, что это? Так, что такое, да. Так, дальше. 中国 Чонго, Китай. Смотрим, да, это название так. 美国， Мейко, это Америка. Идем дальше. 爸爸 Папа, это отец. Так, 的 это аффикс, это частица притяжения. Прилагательного, да. 妈妈 Мама, это мама. У нас идет. Дальше идем. 朋友 Паньяо, это младший брат. А друг из его, да, там Паньяо, друг. Так, 同学， Тонсю, одноклассник. Так, дальше идем. 我们 Woman, это мы. Woman, мы. Идем дальше. 弟弟， Тити, младший брат. Так, идем дальше. 汉语， Ханьюй, китайский язык. Ханьюй. 会 Хой, мочь быть, владеть. Так, хой. Я могу это сделать. 哪 На. Так, это я не знаю, какой, который. Так, подзабыл, не уверен. 谁 Шуэй. Шуэй. Тоже подзабыл, не уверен. Так, смотрим. Да, произносится шуэй. Кому? Так, шуэй, не уверен. 说 Шу, говорить. Говорить, шу, я это знаю. 英语 Ю, английский язык. Я знаю произношение слов, на слух они мне знакомы, но пока слабо разбираюсь еще в написании иероглифов, поэтому если выключить произношение, то иероглифы я пока плохо знаю. Ну, пока отметим, да. Ну вот смотрите. 不 И, вот. Смотрите, мы теперь выключили подсказку, допустим, да, на латинице ши, пу, та, во. Выключаем пу, вот, это отрицание. 老师， Лауши – это у нас учитель. Вот. Воши, лауши. Вопросительная частица. Это у нас идет. 他 Та, это у нас он мужского рода. Иероглиф мужчины тут идет. Она, иероглиф женщина. Та, она. 好， Хау, хорошо. Так, хороший, приятный. Так, идем дальше. Меня зовут Ван Шанда. Wo Тяо. Wo Тяо. Вот этот иероглиф. 你 Ни, это ты. Так, Wo, ни. Так, вот. Второй иероглиф. 是 Ши, это есть быть. Вот он снизу. Так, Wo, я. 学生， Сюэшин, студент. Ученик. Кончангши, инженер. Идем дальше. 名字 Минцы – это значит имя, наименование, название минцы. Дальше. Таши. Таши, Кончанг. Таши. Так, у нас китайское название китайского государства. Чонго. Таша. 什么？ Ошибся. Там был человек-китаец, да. Так, Шенма. Вот тут набор иероглифов. Вот я их 中国 Чонго. Вот это слово я давче забыл. Вот Чонго, Китай. Мэйко, Америка. Дальше идем. 爸爸， Папа, отец. Папа, отец. Суффикс притяжательности у нас. Вот он. 妈妈 Мама. Это
мама. Очень похожее звучание на русский язык. Так, это Сяо Мин, мой друг. Сяо Мин Ши. Вот и. Вот и. Сейчас вот друг у нас. Вот этот вот иероглиф. 同学， Тонсю, одноклассник. Так, вот этот вот иероглиф. 我们 Woman это мы. Woman, вот нижний. Во и плюс мен. Woman. Так, младший брат. Тити. 汉语， Ханьюй китайский язык. Ханьюй. Хуэй. Хуэй. Так, вот этот вот иероглиф я не помню. Так, ошибся, да. 拿， На. Какой который? Который мы здесь. То есть у меня две ошибки идет. Так, тебе которого? Так. Вот получается у нас вот этот вот иероглиф. 谁 Шуэй. Так. Так. Не помню. Так. 谁 Шуэй говорить. Шуэй. Так. Опять. Неправильно. Так, в общем. Ты. Так. Человек, персона, студент говорит шуэй. Шуэй. 英语 Инью. Английский язык. Инью. Английский язык. Ну и в общем, смотрите. Ведь это все равно какой-то результат того, что я нахожусь в процессе. Конечно, не самый лучший. Конечно, если бы я занимался не по 20 минут, допустим, да, а, скажем, по 2 часа в день, предположим, тогда, конечно, результаты были бы намного лучше, вот, чем сейчас. И вот те ошибки, которые сейчас я здесь допустил, над ними можно поработать. И, в общем, таким образом как-то я себя мотивирую на то, чтобы изучать язык. Я еще раз хочу повториться, что китайский язык, он не простой язык на самом деле, хотя грамматика китайского языка намного проще, чем русский, хакасский язык, и даже проще английского языка. А здесь сложность с иероглифами. И каждый иероглиф нужно тут прописывать. Например, конечно, нужна определенная практика. Допустим, «о». Так, давайте посмотрим. Так, мы завершим. 不， Нет, не так. Сейчас закрыть надо. Выход. Допустим. Давайте вернемся. Так, и... Тут чем хорошо это предложение, чем хорошее это предложение, можно, вот, допустим, давайте посмотрим. Тут 发票 фапяо, да, чек. И можно тренировать правописание иероглифов. Вот таким образом здесь показано. Порядок начертаний. Я не знаю, насколько они точны, но тем не менее здесь можно тренироваться правильному начертанию иероглифов. Приложение мне очень нравится, откровенно говоря. Оно недорогое, платное. Сразу скажу, есть бесплатная версия, есть платная версия. Ну и вот таким образом как-то я вот мотивирую себя к изучению китайского языка. Ну, соответственно, выстраиваю и свою концепцию вот, преподавания хакасского языка, исходя из того, как я сам учу. Конечно, я должен на практике проверить, каким образом изучается иностранный язык, какие сложности появляются в изучении иностранного языка. Тут, конечно, нет у меня, скажем, хотя нет, я прошу прощения, в этом приложении есть прямое общение. И оно возможно с носителями, с другими учениками, студентами, которые занимаются изучением китайского языка. Очень хорошее приложение. Вот здесь можно даже потом выбирать этих людей и с ними дополнительно выстраивать какое-то общение. Я тут угадаю слово. Как-то вот участвовал с одной из... Я понял, что она китаянка. Но на китайском оно у нее было там хорошее, по моим понятиям, произношение. Но сейчас
приложение вылавливает людей, которые хотели бы вот войти вот со мной переговорить. Давайте мы пока не будем этого делать. Так, подтверждаем выход. Ну и таким образом получается вот можно изучать китайский язык. К сожалению, конечно, плохо, что у нас в хакасском языке нет подобного приложения. И вот смотрите, у меня 7 минут прошло, вот пока я записываю видео, да, те занятия, те упражнения, которые мы сейчас произвели, они вот выложились в 7 минут. У меня тут осталось чуть-чуть тем, раз, два, три темы, у меня завершится первый цикл. Первоначальный цикл. Давайте посмотрим. Моя цель Super Chinese, кстати, называется приложение. Вот я всего лишь на начальном этапе. И тут 200 слов нужно будет освоить. Ну, где-то 150 минимум, да. 150-200 слов. И тогда у меня будет второй следующий шаг. Ну вот, спасибо за внимание тем, кто смотрит это видео. И тут такие небольшие результатики. Время обучения 4193 минуты, 40 дней, без перерыва как-то я занимался. Ну, общий итог, я 100 дней посвятил этому приложению где-то по 20 минут как минимум в день. Иногда я занимаюсь больше, иногда выходит где-то по часу, но больше часа я этому приложению не уделял. Я говорю еще раз, что если заниматься по 2-3 часа, конечно, результат был бы намного эффективней, чем то, что я сейчас имею. Вот. У меня пока вот всего лишь первый уровень. Спасибо за внимание. С вами был Сибдей Том с мотивацией изучения языков.